Добрый день, добрый вечер, Башкортостан, добрый вечер, Бурятия, добрый вечер, Ингушетия. Все, кто соединяется. И сегодня у нас в эфире, у нас очень интересный эфир с лидером башкортов, с лидером башкирского движения Русланом Габасовым. И если позволите, я начну. Руслан, это достался самый праздничный эфир, потому что у нас в Бурятии празднуется праздник Белого месяца. Мы всех поздравляем с Новым годом восточным. Вот. Но тема у нас сегодня, конечно, будет серьезная. Мы поговорим о том, что происходит в Башкортостане, о тебе, о твоем пути, о том, как ты пришел, как ты оказался в сегодняшнем дне с таким бэкграундом, что тобой двигало, какая мотивация. Нам очень интересно. Вообще, нам очень интересен ты как личность. Привет. Спасибо большое. Спасибо большое. За такой интересный гостиный персонаж. Я хочу сразу воспользоваться моментом и поздравить всех наших друзей, сторонников, кто исповедует буддийскую религию, с праздником с вашим. Всех вам благ и успехов в новом году, который для вас наступил. Спасибо. Присоединяюсь к поздравлениям. Салам алейкум, Руслан. Добрый день, Бурятия. Добрый день, Башкортостан. Салам алейкум, Ингушетия. И, Руслан, Марина подняла очень интересную тему, а именно тему лидера национально-освободительного движения, который сегодня для Башкортостана являешься ты. И весь мир, в том числе и российские правоохранительные органы, ФСБ и так далее, строго следуют этому правилу, считая лидером исключительно тебя. И мы знаем, идет много материалов, поэтому ты знаешь, в рамках и нашего проекта Несса, ты у нас сегодня первый лидер в эфире, который расскажет о себе, чтобы люди знали, кто возглавляет. Ну, хочу сразу сказать, что я себя, конечно же, не считаю лидером. И я думаю, что лидера все-таки назначает народ. Народ выбирает, кто для него лидер, кто не лидер. И самого себя сам себя таковым, то есть, в общем, не позиционирую. Я себя считаю, что я этакий таран, который разбивает эту систему, который, признаюсь, да, один из первых поднял в данной современности, поднял вопрос о независимости Башкортостана, начал это внедрять в массы наших башкортостанцев, башкир. И я скажу, что постепенно эта идея начала овладевать массами. И дай бог, иншаллах, как у нас говорят, или алла бирге, как у нас говорят у башкир, это в любом случае скоро произойдет. А так я себя, да, лидером не считаю. Я считаю, что у нас достаточно очень много лидеров в башкирском национальном движении. И это очень хорошо, когда нету одного лидера, потому что, убрав одного лидера, можно просто обезглавить движение. Лидеров очень много. И в будущем я уже заявил о том, что я себя не вижу ни в никаком кресле руководителя будущего независимого Башкортостана, потому что я считаю, что это дело молодых. Молодые у нас думают немного по-другому и знают намного больше. Я считаю, что они умнее, чем мы. И именно им достанется возможность нашу будущую республику ввести в семью независимых, демократических, свободных государств. Я думаю, что у них получится все. Мы можем только быть советниками. Вот и все. Руслан, Извини. как ты к этому пришел? Почему тебе это надо? Ведь мы знаем, что огромное количество людей воспринимают как оккупацию Башкортостана, разграбление его недров, его ресурсов, как вполне себе дело обычное. Ничего в этом особенного нет. Так жили мы, наши отцы, наши деды и прадеды так жили. Почему? Как ты пришел к этому? Ну, вообще, в национальное движение я пришел
если сразу брать историю, да, я пришел в национальное движение в 2011 году, в организацию, националистическая организация, я как бы не скрываю этого, потому что мы себя всегда называли башкирскими националистами, и в этом я не вижу ничего плохого. Башкирская национальная организация Кукбуре, там, скажем так, я открыл для себя башкирское национальное движение и активно начал там себя проявлять. Уже через полгода я стал там заместителем председателя. Там же и Фаиль Алсынов был, который был первым заместителем председателя организации. Председателем организации был Азат Сальманов, такой парень. Вот. Ну, уже оттуда мы вышли, точнее, из организации через 3,5 года и создали свою организацию под названием «Башкорт». Вот, ну как-то все это постепенно защита прав и интересов башкирского народа, языка, культуры, традиций, истории, земли, природных ресурсов, конституционного строя, суверенитета. Все вот это постепенно, конечно же, политически образовывало, формировало мою личность. А когда вот наступил тот момент, когда я вынужден был уехать из России, и даже тогда я еще не думал о независимости. Вообще, как бы мысли как таковой, то есть она была чем-то таким далеким, какой-то далекой такой мыслью о том, что вот нам нужна независимость. Даже вот если мы, националисты башкирские, об этом особо так не думали и не размышляли об этом, то что говорить о простом народе? И когда вот уже началась война, я уже понял, что мы все время говорили о каком-то федерализме. Мы думали, что вот, ну, действительно, еще можно как-то все повернуть, можно все изменить и остаться в той системе координат и как-то там сосуществовать. То есть, если вернуть все те наши привилегии, которые у нас были в 90-х годах, там, в первой половине 2000-х годов, нулевых. То есть, мы думали, что как-то еще можно что-то сделать. И, в принципе, нас это устраивало. Но постепенно, вот, особенно в последние годы же началось, если как бы нас медленно варили в этом вот огне, в этом кипятке под названием там ассимиляция, глобализация, манкуртизация, и как-то это особо сильно не замечалось, то последние годы оно как-то очень быстро пошло, очень быстрыми темпами, и вот особенно война, она как бы поставила точку. Я уже, когда началась война, я уже был за рубежом, и я понял, что нам с этой страной уже ловить нечего, и то есть это мы с ней будущего не построим никогда, и нам нужно уже говорить о независимости открыто. И вот с тех пор начал я уже говорить о независимости. Постепенно я вижу, что большее число сторонников прибывает, и это не только простые люди, это и интеллигенция, и элита башкирская, ну и многие другие, особенно молодая элита. Так, покоротко, если. Марина, тебя не слышно. Нравится, не нравится, империя развалится. Да. Когда ты понял, и почему ты понял, что это вот очень важно? Вот я говорю, когда началась война, даже когда я уехал и здесь, выступая на форуме «Свободной России», форум Каспарова, да, Тютрина, даже там я говорил о том, что я продвигал повестку Айрата Дильмухаметова. Это тоже один из наших национальных лидеров таких, который сегодня отбывает срок, в 9 лет ему дали, за то, что он хотел просто переформировать вот эту федерацию. Он предлагал ее на новых договорных условиях переформатировать. Мы ее немножко как бы обновили, и, в общем, мы предлагали что? Мы предлагали дать статус, поднять статус областей, дать им всем статусы республик, чтобы это была федерация республик. То есть не опустить республики до уровня областей, а наоборот области поднять до уровня республик, дав им статус республик, такие же полномочия. И это была бы такая федерация равноправных республик без горизонтального типа, без там центра Москвы. Вот это изначально я как бы предлагал на форуме.
А когда уже потом началась война, я уже понял, что как бы уже никакая федерация не поможет. Страна, которая отправляет нас умирать, убивать других жителей, ну, зачем нам нужно? Она столько веков как бы все это делала. Я уже переосмыслил как бы полностью и понял, что надо окончательно рвать с ней. Руслан, Ты по я образованию же помню историк, да? Да. Руслан, я помню твои выступления на форумах. Я следил за этими форумами, я смотрел, слушал, что они говорят, как они это говорят. И знаешь, меня не покидало стойкое ощущение какой-то абсолютной твоей инородности, да? Я видел даже реакцию на их лицах, когда ты говорил. Я помню, когда ты брал микрофон и пытался достучаться, объяснить. И знаешь, вот эти сытые ухмылки, да, которые, ну, у меня такое чувство сложилось, да, а какое он имеет вообще право, понимаешь? Вот и я видел это, что любой кто-то там из правозащитного движения или же из оппозиции может встать и сказать, его слушают, ему кто-то кивает, кто-то возражает. На тебя, и потом туда приезжали другие представители не государства образующего, скажем так, народа, реакция была совершенно иная. Меня как бы не обмануло мое как бы впечатление об этом. Действительно это было так. Ты чувствовал свою инородность, их неприятие, ни тебя, ни твоих идей. Но даже вот тот момент, что когда этот форум, он был 2 дня, и нашу панель о федерализации вообще, вот о правах других регионах, других национальных республик, нас задвинули на второй день, рано утром в 9 утра. Обычно же они такие политики приходят там чуть попозже, там, выспавшись, попив кофе. То есть на первую панель обычно никого и не бывает. Нас туда задвинули, но то есть это они хотели этим показать, что наша тема вообще она неинтересная для них. Вот. И я посмотрел другие даже форумы, которые до нас были, там, за 2 года, там, их тоже даже бывало выводили панель о федерализме в соседний зал, маленький закуток, но даже туда набивалось огромное количество людей, что говорило о том, что как бы эта тема интересна всем на самом деле. Как бы ее ни пытались там не замечать, умалчивать о ней, делать вид, что она там ничего из себя не представляет. На самом деле и у нас было очень интересно на панели. И это еще раз, и даже сегодня показывает, что вот эта тема, она в любом случае, она пробивается, и видя, особенно после баймакских событий в Башкортостане, все поняли, что у национальных движений, у национальных сил потенциал огромный. И не то, что огромный, он даже, наверное, будет самым значительным вот в будущем переустройстве этой империи. Я так считаю. Они вынуждены... Конечно. Нам пишут зрители, которые смотрят тебя, и все очень часто мелькает сообщение, что ты на самом деле лидер, то есть народ как раз-таки считает тебя лидером. Руслан, ты не можешь говорить, что ты не лидер. Руслан, ты можешь говорить, что ты не лидер, но ты фактически лидер. Мы с тобой, брат. Это пишет наш слушатель. Да, это не первое сообщение, так что хочется тебе, не хочется, но ты лидер. Народ решил. Ну, я так и не считаю. Почему? Потому что я вижу свое, какое отношение ко мне внутри республики и народа, да, то есть там, это, как говорится, нет пророка в своем отечестве, да, то есть и как бы меня там особенно, ну, ватное население, ватные башкиры, совки, которых я еще называю, да, люди, мечтающие вернуться в СССР, там вспоминают, как было прекрасно все.
они там меня мочат постоянно, да, то есть вот там сепаратист, националист, из-за тебя у нас проблемы, ты нам столько там принес всего, то есть из-за тебя нас всех считают сепаратистами, все вот эти баймакские события теперь считают, что это как будто бы мы сепаратисты, мы хотим отделиться, на самом деле мы не хотим отделиться, мы с русскими друзья, у нас там многонациональный народ, мы всех любим, мы хотим СССР, то есть мы за все хорошее против всего плохого, вот так. Вот, и когда там я им пытаюсь все это объяснить, что я говорю, я самое главное, вот меня что радует, что они ни один не могут ответить на вопрос, который я им задаю. Вот я вызывал на дебаты несколько людей таких вот, которые постоянно меня критикуют, да, из, скажем так, есть и из оппозиции властям, но и оппозиции мне, соответственно, то есть которые там за федерализм и так далее. И есть, которые там вместе с властями, да, башкиры. Я им всем говорю, скажите, пожалуйста, мне, каким вы видите будущее башкир через 50 лет. Представим, что все сохранилось. Вот эта вся система сохранилась, пусть даже Путин умер, оставил вместо себя там, я не знаю, там кого-нибудь Сечина, там Кириенко, там без разницы кого. Даже Мишустин там пусть будет. Но система сохранилась. И вот в этой системе мы живем дальше. Каким вы видите башкиры? Мы будем жить лучше, мы будем жить хуже. Что будет с языком? Что будет с нашими правами? Что будет с нашими природными ресурсами? Будем ли мы хозяевами им или нет? И ни один не ответил мне на этот вопрос. Потому что они все прекрасно понимают, что сейчас проблемы есть. Через 50 проблем они еще больше будут, эти проблемы. И будущего нету у башкир в этой системе. И они это прекрасно понимают. Так что я вижу, что я прав полностью. Точнее, мы все правы, да, вот, выступая за независимость. Да, абсолютно согласна, поддерживаю. Будущее туманно, если с Россией, по крайней мере, ну, вернее, ясно, да, что общее, что вот нас связывает, все наши народы, это то, что это, во-первых, прошлое, вот это вот колонизированные народы, да, а во-вторых, то, что у нас исчезает язык, у нас исчезает культура, это самая большая проблема. И я, кстати, хотела тебя еще спросить по поводу того, что я знаю, что недавно хорошие русские собирались на, как это у них там называлось, ну, там был Фейгин, там были Ходорковский, там Каспаров, ну, что-то все-все-все. И я знаю, что ты был приглашен. Иноагентов. Первый съезд, да. Скажи, пожалуйста, почему ты не поехал, почему ты отказался? Они же тебя пригласили. Ну, во-первых, я не поехал по работе. У меня работа, как бы я работаю и не смог ездить постоянно. Во-вторых, я не вижу смысла в этом форуме. Ну и что я иноагент. Тем более они там себе все нацепили майки, там футболки, что с эмблемой I no агент, да, то есть я не агент, да, то есть в таком смысле. Я инагент, я это открыто говорю об этом, и то, что там что-то... И когда мне дали статус инагента, там многие адвокаты начали писать, давай, мы сейчас там будем тебе помогать бесплатно, там как-то сопротивляться этому, да, статусу, будем обжаловать, вот мы готовы предоставить бесплатно. Я говорю, я ничего не буду, я говорю, вообще плевать хотел. А чего они там мне навешали? Поэтому я не вижу смысла в этом форуме, не вижу смысла там, ну и пришли там покрасоваться, что вот мы все инагенты, привет, там, привет, да, как дела? Ну, что и что там? Нужно же что-то обсуждать, что-то принимать серьезное. Я не видел там для себя, для своей республики Башкортостан, для башкирского народа какое-то там обсуждение, чтобы нам в чем-то помогли. Мало того, в этот день проходил митинг в Берлине в защиту башкир, в защиту против репрессий башкирского народа, которые сейчас идут в республике Башкортостан. Я считаю, что было бы самым успешным для них показать единение, о котором они все говорят, что они как все же там бросились рассказывать о башкирах, что вот мы все поддерживаем башкир, наконец-то там за много лет, впервые за всю историю войны, которая сейчас идет 2 года, произошел огромный такой бунт, вышли 1000 башкир, и мы как бы их всех поддерживаем. Но где эта поддержка? Вот если бы пришли бы они, все эти 150-200 инагентов,
на этот митинг. И Ходорковский, и все. Вот это была бы поддержка. Там, и там заявили бы в микрофон громко, да. А так они, там, попивая кофе, там в теплых креслах сидели. Не вижу в этом смысла. Ты прав, Руслан, ты абсолютно прав. И вдвойне смешными кажутся те из нас, не русские, которые ходят на эти форумы с ними, которые сидят с ними, обсуждают, делают вид, что они с ними что-то обсуждают, при том, что те говорят открытым текстом. Все будет, как было раньше, а именно вы остаетесь оккупированными, вы будете выполнять наши законы, вы будете жить по нашим правилам. Если мы сегодня захотим демократически, будете жить так. Если мы захотим тоталитарно, вы будете жить так. Вы никуда не денетесь. Ваше дело просто сидеть ровно и рассказывать какие-то красивые слова, что о единстве и так далее. Ты абсолютно прав. Они никогда не выйдут ни на защиту башкортов, ни на защиту бурят, ни на защиту кого бы то ни было из нерусских людей. Потому что им это неинтересно. Я как-то из своего опыта общения с ними вынес одну простую формулу. Мы для них не являемся ни объектом, ни субъектом. Мы просто, я не знаю, собственность Кремля. А они хотят просто сесть в этот Кремль, на это кресло, а мы остались, чтобы мы остались их собственностью. Им абсолютно неинтересны ни наши права, ни наша культура, язык. Они в приватном общении, да, в приватном общении, не стесняясь, говорят, ну зачем он вам? Ну сколько вас на этом языке говорит? Ну что вы с ним собрались сделать? На нем можно высшее образование получить или что? Успокойтесь. То есть вот эта их надменная политика, она не только у Путина, она и у Ходорковского, она и у Навального. Да кого там не возьми. Не принимают. И это для меня воистину странно. С нашей стороны, кому бы то ни было, любого вероисповедания, расы, цвета кожи, но не являющегося русским, ходить туда. Согласен полностью, Магомед. Руслан, а как ты относишься вот к таким обвинениям, когда вот нам тоже часто говорят, вам легко там за бугром сидеть, вякать, вот приезжайте, скажите это здесь, попробуйте что-то здесь делать. Ты, наверное, тоже такое читал. Тебе, наверное, Постоянно. тоже. Постоянно говорю об этом, но, точнее, постоянно мне говорят об этом. Но я считаю так, что кто-то должен говорить то, что мы говорим. То, что мы говорим, это невозможно говорить в России на сегодняшний момент. За любое слово, даже меньшее, намного меньше. Я же говорю, вот Айрата Дильмухаметова посадили только за то, что он предлагал переформатировать федерацию, да, не без любого какого выхода. И дали 9 лет. То есть они что предлагают? Они предлагают, чтобы мы приехали и сразу сели. Да. То есть вот так мы должны как бы показать свою любовь к своим народам, любовь к своим республикам. Мы должны все сесть. Но если мы все сядем, тогда кто будет вести нашу деятельность, вести национальное движение, как-то говорить об этом, говорить на форумах. Ну, допустим, я вот первый башкир, который выступил в Брюсселе, в Европарламенте и открыто рассказал о башкирах, о проблемах, которые они испытывают в России, о нашем исчезновении, о том, что мы 2 переписи подряд исчезаем по численности, о том, что у нас 1/3 нашего народа уже не говорит на своем родном языке и считает его неродным, о том, что у нас больше не осталось школ с полным циклом обучения на башкирском языке. И если еще 20 лет назад у нас такие предметы, как физика, химия, алгебра, геометрия были на башкирском языке, то сейчас этого нету. И это все результат того, что ЕГЭ сдают только на русском языке. Соответственно, в любой глубинке, башкирской глубинке, дети в школе учатся до 5 класса на башкирском языке, потом все основные предметы переводят на русский язык. Соответственно, у них формируется русский менталитет, они начинают думать на русском. И уже сейчас в башкирских глубинках, на улицах дети разговаривают на русском языке, хотя еще там 20 лет назад такого не было. И вот нас постепенно уничтожают, нас постепенно вот делают все, чтобы мы вот через там 50 лет ходили узкоглазые Иваны, родство непомнящего, как говорят, да,
и которые бы говорили там «Да здравствует Россия», там, вот что-то в этом роде вот нас хотят такими сделать, чтобы мы просто исчезли. А мы, которые против этого выступаем, должны приехать и занять свое место на нарах. Мне кажется, это такое русское, знаете, ментальное, что приехать и пострадать. То есть наши национальные герои, я уверен, у любого народа не русского, это те, кто боролись, а не те, кто приходили в острог, отдавали руки, сказали: закуйте меня в кандалы, отправьте меня на каторгу, потому что я за родину. То есть, мы только в этом и виноваты. Но если им так хочется сидеть, они могут сказать свободу Башкирии и сесть, оставаясь на родине. Да, согласен полностью. Марина? Скажи, да, у меня вот вопрос еще. Что ты чувствовал? Хотелось бы вот осветить еще тему, что происходит в Башкортостане с протестами, да, что происходит сейчас. И один из вопросов, что ты чувствовал во время протестов? Сейчас на данный момент в Республике Башкортостан идут репрессии, самые настоящие репрессии, которые, скажем так, сделаны для того, чтобы показать, запугать, во-первых, всех башкир, запугать, чтобы они не выходили больше, во-вторых, запугать все другие народы, которые, глядя на башкир, как-то воодушевились и там поняли, что да, нужно сопротивляться. Кстати, это не помогло, и последнее событие мы видели в Татарстане, да, как молодежь, студенты начали кричать, когда там поддержка Мизулиной начала кричать «Россия», они начали кричать «Татарстан». То есть это очень круто выглядело. Да, татары красавчики. Вот. По поводу того, что, вот еще раз говорю, репрессии идут в Башкортостане. На данный момент больше 150 человек были привлечены к арестам, в том числе и административно. И уже, по-моему, 56 человек, на 56 человек заведены уголовные дела. Людей даже вылавливают тех, кто уехал в другие регионы. Вот одного в Сургуте арестовали, одного в Мурманске арестовали. То есть люди почему-то едут в другие регионы, думая, что как бы их это спасет. Если уезжать, то надо уезжать за пределы. Вот. А что я чувствовал? Я чувствовал, конечно же, подъем. Я душевный подъем, национальный подъем чувствовал, видел, как столько народу вышло за Фаиля Алсынова. И я вот ощущал единение вместе с ними. Конечно же, у меня и писал об этом там у себя на канале. За это у меня там в течение 2 суток у меня 2 раза каналы блокировали, которые я так и не восстановил. Вот. И это хорошо, что башкиры показали себя так. И, скажем так, о них заговорили уже во всем мире. Я потом просмотрел множество различных интервью, которые давали те или иные эксперты, которые даже никак не связаны были с Башкортостаном. Многие начали изучать историю башкир, почему они так выходили, какие предпосылки были. И выяснялось, что действительно как бы это заложено в истории башкирского народа. А на самом деле, оказывается, я как историк, и у нас Айрат Мухамедов говорил, что политика башкирского националиста основана на его истории. И так оно и есть. То есть, если народы, у которых есть на что опираться в истории, история восстаний, история войн, история сопротивления, национальное движение, если есть герои, которые поднимали народы, которые пострадали за народ, которые побеждали в том числе, и если они есть, на них люди, последующие поколения опираются. А у нас действительно таких героев много. И вот Салават Юлаев, конечно же, это не один. Салават Юлаев – это один из таких, можно сказать, распиаренных, хотя я его очень уважаю, я считаю, один из самых великих наших батыров. Но вот в ту же самую крестьянскую войну Пугачева он был далеко не самым главным и далеко не самым успешным. Помимо него были множество других героев, наших батыров. И даже можно такой факт взять, что из 120 старшин башкир, которые были на тот момент на территории Башкирии, 90 старшин перешли на сторону Пугачева. Это не какой-то простой народ, это элита башкирская. То есть
И это все, конечно же, вот дает нам то, на что мы можем опираться. И вот эти, и даже последние победы наши на Шихане Куштау, да, и вот эти все баймакские сегодняшние события, пусть они сейчас закончились репрессиями, но и в условиях сегодняшнего режима, через 5, через 10 лет уже новые ребята, которым сейчас там по 12 лет, по 13 лет, когда им станет по 20 лет, по 18 лет, они будут опираться уже на эти события в том числе тоже, на баймакские события, на Куштау и так далее. Да, я, например, о башкирах узнал. Для меня башкиры, стойкая ассоциация была с Салават Юлаевым. Вот я точно знал, что вот Салават Юлаев был в Башкирии, у меня была вот эта стойкая ассоциация. Ты знаешь, я тебе скажу, что мне трудно с тобой не согласиться, потому что у меня есть версия, что предложение Кадырова о том, чтобы с 23 февраля этого года во всех школах национальных на Северном Кавказе начиналось с того, что школьники пели там не гимн России, а пели песню шамана «Я русский». И там ходит слух, что это именно как бы вызвано его испугом, его очередной попыткой на фоне событий в Башкортостане доказать свою верноподданность. Ну, я предложил это петь на национальных языках, эту песню, потому что у нас это слово «русский» переводится очень некрасиво. Поэтому я думаю, что их ждет очень неприятный сюрприз. А я вот сейчас в сегодняшних событиях баймакских многие спрашивают, говорят, а что делать в итоге? Что делать, вот, тем более сейчас, когда идут такие репрессии, и когда там весь Башкортостан наводнен там спецслужбами, силовиками различными. Я говорю, что нам всем, то есть мы в первую очередь должны осознать, что дело это не только в Хабирове, в нынешнем гауляйтере Республики Башкортостан, а дело в Москве, в ее политике. Все, что у нас произошло, это следствие политики Москвы по отношению к национальным республикам, по отношению к регионам. То есть то, за что боролся Фаиль Алсынов все эти годы, когда он находился в национальном движении, и язык, и культура, и традиции, и история, и земли, это же все у нас отбирала не местная власть, все это отбирала у нас Москва. И когда у нас начали, скажем так, многие выступать, просить там тут же, вот когда начались репрессии вот эти, и многие начали обращаться там к Путину, к Бортникову, к Патрушеву там с просьбами, с обращениями, там, вот, помогите, вот у нас здесь Хабиров буйствует, успокойте его, вот мы ни за что не пострадаем, помогите. Я им всем пытаюсь объяснить, что я говорю, вы бесполезно просить, это же все с их согласия, с их... То есть с Москвы прилетел борт Следственного комитета, который занимается непосредственно всеми этими делами уголовными, а вы просите у них же самих, там, чтобы они вас спасли. Вы должны осознать, что политика Москвы ко всему к этому нас привела. Привела к тому, что мы вышли, и она же нас давит. И нам всем сейчас нужно желать только одного – независимости Башкортостана. Я понимаю, что мы сейчас не можем выйти вооруженным путем, у нас нет оружия, у нас нет сил физических. И мы видим, как до сих пор еще Россия крепка. И мы помним, да, что, допустим, во Вторую мировую войну, когда она терпела поражение там, от немцев, отступала, но были миллионы у них НКВДшников, которые в это время выселяли целые народы. И вот Магомед Тареев, как представитель народа, который пострадал, может это подтвердить, что сотни тысяч, миллионы этих солдат, они были внутри страны, находились, и ни тогда ни один регион, ни одна национальная республика не могла подумать о каком-то восстании, да? И, соответственно, нам сейчас на данный момент нужно просто осознать, во-первых, что мы отдельная республика, отдельный народ, который не хотим жить с этой Москвой, и мы все делаем только ради того, чтобы в ближайший момент, как наступит час X, когда наступит большая смута, отсоединиться мгновенно, тут же. Мы должны жить с этой мыслью. Как жили литовцы, как жили эстонцы, как жили латвийцы, азербайджанцы, грузины, армяне и так далее. Вот все те народы, которые хотели и желали, у которых всегда было сильное самосознание национальное во время советской оккупации. Вот точно так же мы должны жить. А сейчас для этого мы просто должны формировать ненасильственное сопротивление. Конечно же, я считаю, что те, кто хочет
поднять оружие, если он как бы отвечает за свои действия, если он уверен, да, что он там не попадется, он может проводить акции прямого действия. Что хочет он, пусть делает. Если я призываю к тому, чтобы наши башкиры скупали оружие, приобретали оружие легально, можно и нелегально, если как бы вы уверены, что не попадетесь. Пожалуйста, но оружие нужно. В будущем оно обязательно пригодится. Но основное население, женщины, молодежь, которые, скажем так, не считают пока, что можно поднять оружие, они все должны присоединиться к ненасильственному сопротивлению. Когда говорят вам «пойте», шамана «я русский», не пойте, стойте и молча. Да? Когда вам говорят «идите на выборы», не идите на выборы. Когда вам говорят, то есть и свою работу можно делать. Я не призываю все социальные службы делать плохую работу, плохо работу свою. Почему? Потому что медики не могут плохо лечить людей, пожарные не могут плохо тушить пожары. Но, допустим, если ты ответственный за идеологическую какую-то работу, работаешь там мелким клерком, там где-то там в бюджетной сфере, если ты ответственен за какое-то там подготовление к войне, которая идет в Украине, там плести маск-сети, там что-то там распространять какую-то агитацию, не делайте этого. Или делайте плохо это. Вот это ненасильственное сопротивление. Вот так надо. Если ты полицейский, который поддерживает нас и который считает, что будущее Башкортостана будет независимым, тебе сказали находить экстремистов среди башкир. Не находи их. Пройдись по домам, скажи, что нету, никого не нашел, все нормально. Примерно так выглядит ненасильственное сопротивление. И разговаривайте на своем родном языке. Вас остановил гаишник, выписывает штраф, говорите, выписывайте меня на башкирском языке. Имеем право, потому что башкирский язык – государственный язык. Привезли на суд, требуйте, чтобы суд велся на башкирском языке. Если нету судья, если назначен русский, требуйте переводчика башкирского языка. Создавайте им проблемы, создавайте ему такие тяжелые проблемы. Пусть они сами, все, что они сами как бы записали в законы, пусть соблюдают это. Примерно так. Да, я хочу сказать, Руслан, что последний вопрос. месяц показывает очень хорошую такую вдохновляющую тенденцию, да, то есть протесты в Башкортостане, Саха, в Татарстане теперь. Но это говорит о том, что вот как Магомед, ты часто говоришь, что наш лучший союзник, самый сильный наш союзник, это, конечно, Владимир Путин, потому что он делает все для развала России. Самый продуктивный человек, мне кажется, в этом смысле, это именно он. Потому что еще 2 года назад, например, в Бурятии не то что разговоров, даже мысли не было о какой-то независимости. Никто даже не думал о том, что мы можем как-то там жить отдельно. А сейчас все чаще, все больше люди задумываются о том, кто мы, где мы, почему, что происходит и так далее. Ну и, конечно, мы можем поблагодарить за это Путина в первую очередь. Руслан, да, Марина, я правда более чем уверен в том, что главный наш союзник – это Путин, который будет делать все, чтобы Россия развалилась, потеряла всякий смысл. Вы знаете, я смотрел его интервью этому Карлсону, который к нему прилетел из Америки, и вот оно было настолько, знаете, я бы его пустил под названием «Дед, выпей таблетку», потому что деда несло. Вот просто несло. От Богдана Хмельницкого к Рюрикам, что Олег отдал, и Святослав не взял. Ну какой-то просто бред. Абсолютный бред он нес. И отец Зеленского, который в 1947 году родился, у него воевал во Второй мировой войне с немцами. И он призывал чтить Зеленского, память своего воевавшего отца. И там, короче, ну просто все, да. Я думаю, Карлсон еще не раз пожалеет об этом интервью, об этой поездке. Проблема в том, что то, что ты говоришь сегодня, я как свидетель 2 чеченских войн и, скажу так, абсолютно самоотверженной, героической, с безумными жертвами борьбы чеченского народа за свою свободу и независимость, да, и как результат этой борьбы, я не считаю, что они проиграли. Я считаю, что проиграли все мы. Потому что в те далекие 90-е годы, когда у России, извините, хлеба там в бюджете оставалось на 40 дней денег,
и вы помните, как Россия вымаливала эти транши МВФ, тогда для нас был на самом деле золотой шанс. Для нас был действительно золотой шанс отделиться и сделать все, потому что российская армия, которая не может справиться с Чечней, никогда бы не справилась ни с Бурятией, ни с Калмыкией, ни с Ингушетией, ни с Башкирией, ни с Татарстаном. Но это вчера развалился Советский Союз. Те люди, которые сегодня тебе пишут о том, что вот, будем жить как при Союзе и так далее, их тогда было 99%. Да? И сегодня мы как бы все втроем знаем о том, что мы создали как бы нашу общую организацию, в которую входят исключительно наши нерусские республики, это наш продукт. Скажи, пожалуйста, вот те вещи, которые ты говоришь делать башкирам, их же нужно делать всем народам. То есть если это одна Башкирия будет делать, да, потратить, извини меня, 30-40% башкир потерять для России вообще ничего. То есть они их с легкостью уничтожат, никто не поможет, никакой Запад не придет на помощь, ни Восток, ни Юг. Да. А если все так будут себя вести, а нас по самым скромным оценкам там 50 миллионов нерусских, я думаю, что тогда будет другой расклад. Абсолютно согласен, Магомед, и я призываю, да, то есть я сейчас обращался к своим же башкирам, потому что я уже говорил об этом в своем видео к башкирам и писал об этом на своем канале. И, конечно же, я призываю другие народы присоединиться к ненасильственному сопротивлению. И если мы начнем это делать, вот, допустим, взять Приволжские республики, да, Приволжско-Уральские республики, куда входят 6 республик: Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия. Все они присоединятся к ненасильственному сопротивлению, и вот это будет огромная территория, где вот будет прям чувствоваться, да, что вот мы не хотим быть с Россией, и мы ждем момента. И когда весь Кавказ к этому присоединится, и когда присоединятся сибирские, в Сибири, на Дальнем Востоке, территории, да, и национальные республики, которые там расположены, это будет мощнейший удар по России. И также я хочу... Поэтому я призываю всех, конечно же, к этому присоединиться и вырабатывать в своих условиях какие-то моменты ненасильственного сопротивления, придумывать что-то новое и говорить нам, мы будем подхватывать, перехватывать и распространять дальше. Также я считаю, что хотел добавить, что многие говорят, если прям, я вот уверен, да, буквально, что если прямо сейчас убрать Путина, то мы проиграем. Мы проиграем, потому что народ еще не готов. К сожалению, я вижу даже после баймакских событий, как у нас там, вот я говорю, многие там обращаются к царю, считают, что бояре плохие, а царь хороший, нужно у него просить там чего-то. Народ не готов, и чем хуже, тем лучше. Я всегда так это говорю. И чем дольше Путин будет сидеть у власти, и чем больше вот этого бреда нам будут показывать, который показали там, как он там рассказывал Карлсону, да, и то, что сейчас творят, и когда нас заставляют петь песни «Я русский», и вот что-то вот в этом роде, если все это будет продолжаться, и когда будут сажать за любое слово, за любой чистый листок бумаги, народ созреет. Поэтому я считаю, что чем дольше Путин сидит у власти, тем лучше. И после его смерти, а так как у нас режим в России персоналистический, основанный только на одной персоне, и он видно, что он не хочет и боится передать кому-либо свою власть, какому-либо преемнику, потому что он боится даже и этого, не уверен, он ни в ком не уверен, потому что боится, что его сдадут сразу же. И поэтому он будет сидеть до конца. И вот когда он рухнет, вместе с ним рухнет все. С треском, с огромным треском развалится. Вот тогда мы заберем свое. Сейчас же пока, стиснув зубы, надо терпеть и готовиться. Скажи, пожалуйста, твоя семья... Слышно меня? Да. У нас девиз нашей НС мы выбрали такой, что победа требует подготовки. И все наше движение будет основано именно на подготовке. Потому что мы готовимся. Да, наша основная задача, я считаю, это политически объяснять, сделать грамотный народ, политически грамотный, чтобы народ был. Он должен, вот я говорю, надо нам брать, я живу в Литве, и я вижу здесь, да, вот я изучал историю Литвы и видел, как в 90-х годах они были готовы, они созрели к независимости.
Я ходил на центральное телевидение, где давал когда интервью, я видел там фотографии, на стене развешаны 91 года, когда советские войска оккупировали Вильнюс, когда они захватили телецентр, вот это вот, где происходили все вот эти события. И вот там показаны танки, как они там окружили, бронетранспортеры, солдаты стоят, как они окружили все это телевидение там. И народ, вышел народ, и вот протестует против них. И потом следующие фотографии, там, когда они уезжают. То есть, когда они получили приказ все-таки уехать, и там женщины, огромное количество, вдоль всей улицы выстроился народ, машут им там, чтобы они уезжали там, да, радуются тому, что они уезжают. Какая-то женщина там написала плакат «Скатертью дорожка», положила его на асфальт. То есть весь народ хотел независимости и хотел, чтобы эти оккупанты уехали. И вот именно этого я хочу, чтобы у нас вот точно такое же население, именно точно так же было подготовлено. И когда наступит этот час X, чтобы вот просто взять и все, и сказать, все, мы независимы, мы все, даже если провести любой референдум, стало бы понятно, что эта республика уже не хочет жить в составе России. Руслан, ну у стран Балтии была государственность, которую они получили в 17-м и продержались до 40-го. А у них даже на тот момент, на этих площадях 91-го года, были еще живы те, кто помнили независимость или знали хорошо тех, кто жил в этой независимости. У наших народов, извини меня, последние 200-300 лет ничего не было. Нам не давали ни вздохнуть, ни выдохнуть. Эти короткие передышки в виде того, что после революции 17-го года там что-то вспыхнуло и через несколько лет было потоплено в крови, потом 91 год, те привилегии, те какие-то договора, которые были заключены с Россией, тоже были. Соответственно, я думаю, что у нас будет сложнее путь, и я думаю, что рассчитывать на массовость люди не могут выйти за то, чего они не понимают, то, в чем они никогда не жили. Не было никогда независимой Ингушетии, не было независимой Башкортостана. Я все-таки рассчитываю на молодежь. Потому что один дагестанский боец сопротивления в свое время сказал такую фразу. Он сказал, я постоянно слышу от людей, Дагестан не выживет без России, Дагестан не выживет без русских. И он говорит, я никогда не слышал ни от одного дагестанца, говорит, такой вопрос. А Россия выживет без Дагестана? А Россия выживет без дагестанцев? Вот говорит, вы не можете себя, говорит, как-то отделить, вы не можете себя хотя бы внутри какую-то автономию свою отстроить. Поэтому, я думаю, что не будет много, но те, кто будут, это будут очень идейные, убежденные люди, и в этом будет большая заслуга российских правоохранительных органов и мудрой путинской национальной политики. Я считаю, что когда все это произойдет, а оно произойдет с таким оглушительным треском, и мы просто все станем перед фактом, что вот все развалилось, и мы просто либо выживаем, соответственно, берем власть в свои руки, берем ответственность за судьбу своего народа, своей республики и делаем ее независимой, либо мы погибаем вместе со всей империей. Так что тут как бы волей-неволей нам придется это делать. До сих пор есть люди, которые отрицают. К сожалению, до сих пор есть люди, которые это отрицают и которые обвиняют тебя, меня, Марину, других лидеров или участников национально-освободительных движений в том, что мы там что-то разваливаем или что-то. Разваливаете вы, разваливает российская власть, разваливает война в Украине, разваливает экономические санкции, политика. Давайте будем объективны. Мы же как бы реалисты, мы понимаем, что мы нашими силами ничего развалить там или собрать не можем на данный момент. Все глобальные процессы делаются ими, и они в этих процессах остановиться не могут. Кто не согласен, может посмотреть интервью Карлсону, Путина и убедиться в том, что кто и где находится. Марина, что хотела спросить? Папа, все-таки спрошу, скажи, пожалуйста, как вообще твоя семья относится к твоей деятельности? Поддерживает ли тебя? Очень сложный вопрос.
К сожалению, после того, как посадили моего брата, у меня, скажем так, с семьей не очень хорошие отношения стали. Но они явно не поддерживают то, что происходит в стране, и они у меня, к счастью, разбираются в ситуации. И я на много лет, который жил в Башкирии, в Башкортостане, я, конечно же, им все объяснял и на примерах, и на пальцах. Они также сперва были ватниками, как да, сказать, то есть глубинным народом, который там вырос в СССР. И я им все объяснял, и сейчас они просто понимают, умеют отличать действительно, где черное, где белое. Ну, скажу так вот. Ну, в любом случае, я думаю, что вот такой путь, который ты выбрал, на самом деле, знаешь, есть очень хорошее выражение, что не мы выбираем время, а время выбирает нас, да. То есть то, что происходит, это, наверное, судьба. И я знаю, что у тебя очень, непростой такой, непрямой путь, да, вот в лидеры национального движения. И, кстати, нужно сказать, что вышла твоя книга. Всем очень советую. Интересно, здорово написано. Там я читала, что у тебя, был такой вот опыт в прошлом, да. Как это вообще вот повлияло на становление твоей личности? Вот если можно такой вопрос задать. Что именно? Ну, я знаю, что ты, был, осужден, да, и что, ты прямо в книге пишешь об этом. Мне очень, кстати, понравилось, что ты честно эту книгу пишешь, не стараясь что-то скрыть, приукрасить. Мне кажется, это очень здорово, знаешь, что человек может вот так прямо говорить о том, ну, наедине со всеми, что называется. В моей жизни вообще было несколько этапов, скажем так, таких переломных вообще в жизни этапов. Первое, когда я там рос в городе, в русском селе, а я вырос в русском селе, в русской школе учился. Второй этап, вот уже когда произошел со мной случай в Москве, когда на меня напало 7 пьяных парней, начали меня избивать. Я защищаясь, в итоге у меня был нож, защищаясь, к сожалению, ударил одного и попал прямо в сердце, он умер. Меня осудили. Первый следователь, который меня вел, он был черкес по национальности. Он сказал, что у тебя явное превышение самообороны, и он хотел это перебить на эту статью, но его в итоге убрали, поставили другого русского следователя, который довел дело до суда по статье 105 «Умышленное убийство». Мне дали на суде, я сам себя защищал, и как отказался от адвоката, и в итоге, мне прям следователь так и говорил, давай, говорит, мы тебе перебьем, говорит, на 105-ю, на превышение самообороны, 102-я статья, по-моему, но, говорит, 100 тысяч, цена, говорит, $100 000. Я говорю, ну, у меня такой, говорит, нету денег. Он говорит, ну, квартира же есть у родителей, пусть продадут. Я говорю, ну, ты что, дурак, что ли? Я говорю, а где они жить будут? Я говорю, нет. И вот в итоге судья, ну, так как вся система вот такая, она прогнившая, да, и раскрытие дела по особо тяжкой статье сразу же автоматически прибавляет звездочки на погонах, повышает людей, да, как-то их статус или что-то, вот этих людей, которые расследуют эти дела. То есть у меня в итоге дали мне 105-ю статью, умышленное убийство, и судья, видя как бы само дело, дала мне, то есть, ну, по минимуму срок, 7 лет. Я отсидел практически полностью, 6,5 лет отсидел, потом ушел, условно-досрочно освободившись. И после этого, то есть уже там именно я как в книге об этом пишу. Кстати, вот всем рекомендую прочитать. Книга Кук-Буре называется «Записки башкирского националиста». Это первая часть. Там именно я и прочитал. А так как я был историк, я вообще в национальное движение пришел через историю.
читая сперва исторические книги о России, потом о Башкортостане, о башкирском народе, потом о башкирском национальном движении, постепенно я пришел к мысли, что вот я хочу башкирское национальное движение. И там именно я вот увидел газету «Кукбуре», которую там, как всегда, мочили, что вот они башкирские националисты, хотят там развалить Россию. Я говорю, хочу развалить Россию. И вот с тех пор, то есть как я после того, как приехал в Уфу, вступил в эту организацию, все, так и дальше пошло. Руслан, Я я хочу тебя прочитал твою поблагодарить за книгу. твою честность, откровенность, ясность. Вообще в тебе есть такая вот действительно личностная ясность. Я думаю, что за этим стоит настоящее человеческое преодоление. Я думаю, что ты очень сильный человек, если ты вот так прямо способен говорить и написал это в книге все. Кстати, очень хотелось вот еще раз сказать, что очень хорошо написана книга. Мне осталось дочитать буквально 10 страниц этой книги. Ну, не 10, там чуть больше, но я большую часть книги прочитал. Я бы ее очень рекомендовал всем тем, кто хочет понимать, что там происходит по-настоящему, а не то, что пишут русские различные исследователи, которые не знают ни языка, ни того, как это происходило. И знаешь, твоя судьба, я вспомнил, ты знаешь это дело, наверное, Аслана Черчесова, да, который, отбиваясь от скинов, убил Волкова, этого главного скина, и потом эти скины устроили протесты на Васильевском спуске в Москве, и ему там 9 лет, самооборона у него была чистой воды, поменяли на чуть ли не пожизненное, и издеваются над ним сейчас, страшно. Он тоже, кстати, черкес, и ему вот отбивался ночью, на остановке подошли футбольные фанаты, скинхеды, и один парень отбивался, там их 8 или 9 было, и он выстрелил из травматического пистолета, кажется, если я не ошибаюсь. Там всех деталей я сейчас не помню, но помню, что в отношении этого человека система в угоду русским, именно скинхедам русским, пошла на то, что она просто поломала жизнь человека, который защищал свою жизнь, честь и достоинство. В твоем случае абсолютно идентичный случай, поэтому спасибо, что ты и его озвучиваешь, и чтобы было понятно, кто, где и в каком положении находится в этой стране. Ну вот, да, я не зря задала этот вопрос. Я думаю, что ты понимаешь, почему. Потому что мне кажется, что ты очень яркий пример вот такого, знаешь, человека, который через это на самом деле родился как личность. Мне кажется, что, ну, вот я тут предполагаю, общаясь с тобой, зная тебя, ну, так вот по форумам, да, читая твой канал, я понимаю, что для тебя это наверняка было каким-то очень серьезным испытанием, через которое, скорее всего, ты ну, стал сильнее. И я думаю, что это будет близко многим людям, потому что в нашей стране таких случаев очень много. Очень много людей, которые проходят, ну, как у нас же говорят, там, от тюрьмы, от сумы не зарекайся, да, поэтому мне кажется, вот твой путь – это такой пример, особенно сейчас, в наше время, когда люди идут на войну в Украину, на чужую землю, убивать за деньги, да, прекрасно понимая, имея доступ к интернету, прекрасно понимая, что происходит, тем не менее идут туда очень многие с энтузиазмом, ну, я тоже там слышала, читала, и перевертывается вся система ценностей. Мне кажется, у нас сейчас вообще наступает такое время дефицита смыслов и ценностей, да, мы все это должны пересмотреть. Поэтому вот почему я тебя спросила, потому что для меня ты пример такого очень мощной, сильной личности, да, рождения через вот такие серьезные, сильные испытания. Ну, действительно, я там очень много переосмыслил, и я считаю, что мы все в этой жизни должны о себе что-то сделать, прожить не просто так. То есть, да, какой-то смысл в жизни должен быть, и о тебе в будущем должны вспомнить, говорить не... Или вообще, то есть, говорить так, что вот я знал твоего отца, твоего деда, да, твоего дядю, это был, ну,
хороший человек, он сделал такие-то хорошие дела. Пусть он даже никакой не политик, пусть он там никакой не там великий писатель, он может быть просто хорошим сварщиком, допустим, да, но человек, он запомнился как душевный, как порядочный, честный, готовый всегда помочь, и его уважали в деревне, допустим, да, и о нем будут вспоминать 100%. И его детям будут говорить, и его внукам будут говорить: я знал твоего деда, я знал твоего прадеда, он вот. То есть нужно прожить, вот эта вот знаменитая фраза, пусть она из Советского Союза, да, то есть, но она до сих пор, я считаю, очень, вот это, когда говорят, что-то нужно брать из Советского Союза, что-то хорошее, именно вот это тот случай, когда вот говорят фразу: нужно жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, да, вот этот у Островского Павел Корчагин сказал, да, то есть я считаю, что так именно и нужно жить. Поэтому как бы я пошел в национальное движение, я понял, что вот, ну, я думаю, что там я пригожусь. Ну, пока вот как-то так. Спасибо, Руслан. У нас истекло время. Мы тебе очень благодарны за рассказ о родине, за рассказ о себе, за те знания, за ту волю и за все, что ты делаешь для народа Башкортостана и теперь уже делаешь и для других народов, число которых, я надеюсь, будет увеличиваться. Всем спасибо большое, Спасибо. что пригласили. Все, Баркал. Спасибо. Бай.